Сергей Меликов завершил свой двухдневный визит в нашу республику. Полномочный представитель президента в СКФО посетил Североостинский госуниверситет и пообщался с общественностью. Беседа проходила при журналистах. Перед тем, как ответить на их вопросы, Меликов попросил представителей СМИ доносить информацию до людей достоверно. Это связано с прошлым визитом полпреда в нашу республику. Тогда в ряде средств массовой информации, по мнению чиновника, была дана необъективная оценка по итогам его поездки. Отвечая на вопросы, Меликов также сообщил, что курорт Мамисон не остался без будущего, а завод «Электроцинк» вредных выбросов не производит. Такую оценку полпред дал, лично побывав на предприятии. Итоги двухдневного визита были подведены в Североостинском правительстве, куда также были приглашены главы северокавказских республик. В Североостинском государственном университете состоялся театрализованный концерт, приуроченный к празднованию национального остинского праздника Джиор-Губа. Весь вечер на сцене выступали звезды остинской эстрады, певцы, музыканты, танцевальные ансамбли. А молодежный театр «Амран», известный своим неповторимым юмором, организовал пародийный мини-спектакль. Особые гости – представители остинских диаспор. На праздничную неделю они приехали из разных регионов России в родную республику. Остинский народ поздравили и артисты из соседних республик. Это еще раз доказало прочность межнациональных уз. В зале царила невероятная атмосфера праздника, а громкие аплодисменты после каждого выступления стали лучшей наградой как артистам, так и организаторам мероприятия. На сегодняшнем концерте, это концерт, который объединил и кабарду, и казачий хор, и певцов осетин, и танцоров, и дети сегодня здесь. Из года в год их число увеличивается. Из года в год они все больше хотят принимать участие в этом празднике. И мы счастливы, что сегодня в зале сидят не только горожане, не только владикавказцы. С разных концов страны, России к нам приехали гости, к своим родственникам, к друзьям своим. И мы сегодня их приветствовали в этом зале тоже. В этом году начала работу 14-я по счету школа в рамках Объединенного международного колледжа. Один из ее филиалов открылся в Армении. Здесь уже учатся 96 студентов из 48 стран мира. Система образования предполагает двухгодичное обучение для учеников 10-11 классов. Сертификат об окончании поможет ребятам поступить в ведущие вузы мира. Во Владикавказе министр образования и науки Алан Угоев встретился с представителями учебного заведения из Дилижана, а также учениками школ и их родителями. На встрече обсудили важность работы подобных школ и их социальную значимость. Одной из задач образования – это раскрыть индивидуального потенциала каждого. Потому что каждый человек талантлив, надо суметь найти талант. А воспитание социальной ответственности, вот вы слышали, все дети говорили о том, что, и это очень важно, понимание того, что будущее зависит не от кого-то, а от нас самих. Театральная осень наступила в Моздоке. Уже 4-й год подряд в районе проводится одноименный фестиваль. Участие в нем принимают 3 народных драмтеатра – Моздокский народный и 2 театральных труппы из сел района. Каждые 3 года таким объединениям необходимо защищать звание народных. В этом году в рамках фестиваля они показали отчетные спектакли. Особенность театральной осени заключается в том, что на сцену выходят не профессионалы, а обычные люди. Часто привлекают школьников, пенсионеров и просто творческих людей, которые находят свободное время и играют в театре для души.